Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. С каждым днем ряды ветеранов редеют, но в памяти потомков они навечно останутся героями. Сегодня об ужасах войны мы все больше узнаем о тех, кто в годы войны был ребенком. У нас в гостях Уильям Очирович Иванов, заслуженный юрист Якутии и председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов республики. Уильям Очирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше детство было послевоенным, и до 50-х годов усиленными темпами шло восстановление страны. Скажите, сколько сегодня ветеранов осталось в нашей республике? Насчет моего детства могу сказать, что я родился 22 июня 1944 года, поэтому отношусь к социальной категории «дети войны». Вот. Не по всей России эта социальная категория законодательно установлена, но наше правительство, наши депутаты все-таки посчитали возможным эту категорию официально установить, и из бюджета республики нашли возможность оказывать материальную поддержку этой категории детей. Конечно, война – это всегда страшное дело, страшная вещь, и сегодня те, кто защищал нашу Родину, они прошли очень сложный жизненный путь. Их осталось совершенно мало. Но это требования такие жизни. Всего по республике 25 участников войны, то есть действующих фронтах они сражались, и по городу Якутску 19 человек. По каждому персонально сегодня осуществляется забота. И я хочу подчеркнуть не только участников войны, которые были на действующих фронтах, но и тех, кого называют по федеральному законодательству ветераны тыла. То есть те, кто трудился, начиная, законодатель определил с 22 июня 1941 года по 9 мая, и потом они продлили по 3 сентября 1945 года. Потому что, когда говорят, что ветеран войны, мы всегда подразумеваем, что это те люди, которые жили в то время, очень тяжелое то время. И если одни из них сражались на фронтах, то вторые трудились в тылу. И это никак не подлежит разделению, что ты участник, ты тыловик. И мы пытаемся каким-то образом в своих ограниченных общественных полномочиях эту вещь нивелировать. Но и навстречу этому тоже идут, начиная с местного самоуправления руководителей, муниципальных образований, городских, нашего города Якутска очень много внимания уделяют не только участникам войны, но и ветеранам тыла и категории «дети войны». Это все идет, вы знаете, вы правильно сегодня подчеркнули, что 77-я годовщина, и День Победы – это не какой-то эпизодичный праздник, да, а он праздник постоянно у нас, у сверстников этих событий, у вас, у молодежи, он постоянно находится в наших сердцах, мы душой чувствуем, что это действительно так должно быть. И это отношение, оно проявляется в тех патриотических мероприятиях, которые имеют тоже основу быть постоянным, систематическим. Нельзя один раз в год ребенку сказать: сегодня День Победы, и мы патриоты. Это делается на постоянной основе. И это очень приветствуется ветеранами, нашими участниками войны, они это понимают. Вы председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов республики. Скажите, цель вашей организации – помочь, выслушать и уделить внимание каждому ветерану. У кого вы бываете? Да, и я бы еще хотел продолжить, да, кроме социальных вопросов, в которые мы тоже участвуем. Я например, член коллегии, постоянно действующей Министерства труда и социального развития. Мы вплотную работаем с Министерством молодежи и социальных коммуникаций. Мы вплотную работаем с Министерством здравоохранения республики и конкретно те направления, которые называются гериатрическим обеспечением, возрастные такие проблемы, когда существуют. И для нас очень большим событием было не только для населения, но и для старшего возраста. Недавно открытие кардиологического центра.
Теперь вот подходит к завершению и строится уже онкологический центр. Это ведь не только для определенного какого-то круга населения, это для всего населения. И понятно, что в первую очередь будет проявляться забота о старшем поколении. А наша общественная организация, она объединяет участников войны, вот я сказал, их немножко осталось. Затем у нас есть даже такая социальная категория, как житель блокадного Ленинграда. Их тоже мало, но они есть, и о них забота проявляется. Есть такая категория, как несовершеннолетние узники концлагерей фашистского режима. Звучит очень страшно, но эти бывшие дети есть, и о них наше правительство, и российское, и республиканское, и местное самоуправление все проявляют определенную заботу. Конечно, идет смена поколений, и сегодня, кроме тех, кто участвовал в той страшной войне, и сегодня Великую Победу мы будем скоро праздновать, да, новое поколение подходит, которое называется участники боевых действий. Вот сейчас, хотим мы того или не хотим, все мы каким-то образом, кто-то морально, кто-то социально и чисто физически принимает участие вот в той специальной военной операции, которая проходит на Украине. Это тоже такое событие, которое никакой гражданин российский, если он себя признает россиянин, не может остаться в стороне. И молодые наши ребята, они контрактники и принимают там боевое участие. И, естественно, сегодня мы, как общественники, стараемся тоже принимать участие. Вот общественные организации, наша Республиканская женская общественная организация, Общественная палата собирает различную материальную помощь и направляет вот в те места, где происходят вот эти события. То есть идет неразрывная связь вот этого и во времени, и в той материальной жизни, в тех процессах, в которых мы живем. И вот это все замыкается на патриотическом воспитании. Вот вы правильно определили первую часть, защита социальных прав и свобод старшего поколения, мы с ними работаем. И вторая часть, тоже одной из основных, это патриотическое воспитание населения и особенно молодежи. Вот те события, которые сегодня произошли на Украине, сопредельные государства мы называем, это наша бывшая часть Советского Союза. Почему это произошло, уже долгий разговор, но причины, условия известны. Были проблемы, которые вот выросли в это. И на государственном уровне вот этого государства Украины, и на социальном, и особенно вот патриотическое воспитание должно быть сегодня на первом месте. Я думаю, что вот не только наша общественная организация, а все общественные организации этим озабочены. И в первую очередь, конечно, и правительство Российской Федерации, и депутаты, и наше республиканское правительство, и заканчивая органами власти муниципального образования. В каждом районе муниципального образования есть вот эти управления или же отделения, которые целенаправленно работают с молодежью. Ну, в некоторых случаях, возможно, один специалист какой-то, но это его цель, это его задача, и мы все вместе участвуем в этом направлении, патриотическом воспитании. Ну вот именно о патриотическом воспитании. Как вы думаете, молодежь вообще сейчас понимает, какой ценой нам досталась именно та победа? Я думаю, в целом понимают. Но для того, чтобы сказать «да, понимают», нужно нам всем очень серьезно работать, планово работать, систематически работать, а не от эпизода к эпизоду, как я сказал в начале разговора. Это зависит от нас, старшего поколения, как наставников. Это зависит от руководителей молодежных, чтобы не ограничиваться только парадной маршировкой детей там 23 февраля или вот 9 мая, а эта работа должна быть, ну, такая, я считаю, даже, может, кто-то и не согласится, государственно-плановая. Но ведь был период в истории, когда День Победы просто не отмечался именно в Советском Союзе. Я живой свидетель. Я как раз призывался в армию в 1964 году и служил в Чернигове, и Киевский военный округ. И вот 9 мая 1965 года впервые в Советском Союзе официально с парадами праздновался День Победы. Это через 20 лет после окончания войны и через 20 лет после победы. Но
Различные причины, конечно, на это есть. Это изучается и историками, и политологами, и все остальное. Причины были, конечно, но все равно все-таки в конечном итоге правильно сделали, что надо официально, как государственный праздник, установили этот день. И мы должны это помнить, мы должны это поддерживать сегодня и продолжать это делать. Еще раз повторяю, не просто один раз в год. Вот вышли мы, там, марш бессмертного полка и так далее, а вот постоянно, ежедневно в учебных программах, в культурных программах и так далее помнить, чем мы обязаны, чем мы должны вот этому старшему поколению, как мы их называем, солдат Победы. Как вы думаете, а вот по воспитанию патриотизма не только у молодежи, у детей достаточно ли выполняется работа? Ну, это вопрос не ко мне, наверное, потому что я работаю со старшим поколением, но видно, что сегодня в школьных программах и на самом высшем государственном уровне очень жестко обратили внимание, что надо все-таки посмотреть, прорецензировать вот те содержания учебных пособий, которые у нас сегодня имеются. Сегодня мы, конечно, об этом, наверное, говорить не будем, но это требует время, это требует те обстоятельства, которые сегодня существуют. И я думаю, и Министерство образования, и все остальные, кто к этому причастен, на это обратят должное внимание. И действительно, есть народная поговорка, что ребенка надо воспитывать, и он воспринимает все это, когда он лежит поперек кровати. Ну, я, конечно, утрирую, но то есть я хочу сказать, что надо воспитывать с самых ранних лет, когда ребенок начинает понимать по Владимиру Маяковскому, что такое хорошо и что такое плохо. Вот видите, вы это знаете. Благодарю вас, Вильям Очирович, за то, что согласились стать нашим сегодняшним гостем, и спасибо за содержательную беседу. Вам спасибо за приглашение. Я от имени ветеранов Президиума хочу все наше население нашей родной республики поздравить с наступающим великим праздником Днем Победы. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и помните, что помнить и гордиться нужно не только 9 мая. До встречи.